улыбается? Он улыбается, да? Алло, добрый день, Екатерина Яковлевна. Алло. А я могу поговорить с Екатериной Яковлевной Бакаевой? Здесь нет таких. Подождите, вы Алексей? Да. Меня зовут Игорь Валерьевич, я сотрудник Сбербанка России. Связался с вами, поскольку уточнить информацию необходимо. Дело в том, что Бакаева Екатерина Яковлевна также сама присвоила данный финансовый номер 912 к вашему учетной записи. А подскажите, вам сообщение не поступало с номера 900 о изменении номера финансового? Куда сообщение? СМС? Ну, на ваш телефон, да. Поступало, нет? Сейчас, секундочку. Да, проверьте, пожалуйста. Какого рода должно быть сообщение? Что-то нет, не вижу ничего. О попытках входа, о изменении финансового номера. Смотрите, по московскому времени сообщение должно было прийти в 9:18. Какого дня? Это... Что? Сегодня в 9:18 утра московского времени вам было направлено сообщение. Вот я вижу за 24 апреля пароль для подтверждения восстановления пароля. Вот это последнее сообщение. Вот это вот точно не так, вижу. Так, я понял. Все, я понял, фиксирую в таком случае данную информацию. Значит, смотрите, ситуация в следующем. Мы зафиксировали вход в ваш аккаунт Сбербанк онлайн из города Воронеж. После чего осуществились 2 попытки перевода средств, а также смена финансового номера, который заканчивается, который был подкреплен также второй финансовый номер по учетной записи 1387. Я так понимаю, что данный номер принадлежит некой Екатерине Яковлевне Бакаевой. Сейчас проверяем по паспортным данным. Уважаемый клиент Алексей, можете не переживать, деньги банк не отправил получателю, но сумма была списана с вашей карты, находится на лицевом счету в режиме обработки, то есть на резервном счету банка. Поскольку у вас компрометация произошла по личному кабинету, мне нужно вас верифицировать для того, чтобы отменить списание. Уважаемый клиент Алексей, подскажите, пожалуйста, вы за последние 10 дней случайно карту нашего банка не теряли? Никак нет. Не теряли. А третьим лицам не передавали в пользование? Ну, пин-коды от вашей карты, может, кто-то знал? Нет. Нет, хорошо. А скажите, в таких магазинах, как Дипси, Евросеть, Пятерочка, Магнит, Перекресток, Семельяхов совершали покупки? Может быть, в Пятерочке. В Пятерочке, хорошо, фиксирую данную информацию. Почему спрашиваем? Дело в том, что за последний месяц мы фиксируем уже много подобных случаев о неправомерных списаниях касательно того, что в таких магазинах установлено старое оборудование считывающего образца, которое при помощи накладных клавиатур ретранслирует, к сожалению, данные по пластиковым носителям наших клиентов, и не только наших клиентов, и отправляет на посторонние ресурсы. То есть, может, оттуда произошел сбой. Сейчас я вас верифицирую, после чего откроется информация. Скажите, пожалуйста, как вам удобнее верификацию пройти? По номеру договора, либо же по номеру активной карты нашего банка? По регламенту банка я в таких моментах вынужден запросить либо же номер договора вашего активного, либо же номер активной карты нашего банка. То есть никакой конфиденциальной информации не запрашиваю. Для того, чтобы отменить списание, внести в реестр данную информацию мне необходимо. Из номера что надо? Еще раз? Из номера карты что надо? 16 цифр с лицевой стороны, номер вашей карты. 16? Да, 16 цифр с лицевой почему стороны. Не 4 последних? Ну, дело в том, что у вас, смотрите, я вам больше скажу, у вас 12 цифр у вас отображается в личном кабинете Сбербанка онлайн. И, к сожалению, единственная информация, которую банк может запросить при подобных действиях, поскольку утечка произошла с личного кабинета, это полный номер карты, либо же номер вашего договора, который может быть только с ваших слов у вас на руках по записи разговора. Любая другая информация, к сожалению, не ликвидна. Поэтому как удобнее пройти, либо же по номеру договора, либо же по номеру активной карты. Можете перезвонить через полчаса?
К сожалению, не могу, уважаемый клиент. На данный момент необходимо зафиксировать отмену, либо же подтверждение, поскольку банк не вправе удерживать долго времени деньги. У нас перевод в течение 15 минут может между банком и вами находиться, то есть в режиме подтверждения. Если мы отменяем данную транзакцию, то нам нужно внести информацию в реестр. Если мы не отменяем данную транзакцию, банк вынужден пропустить платеж, после чего заблокировать ваши карты. Это может навредить пользованию вашими деньгами на ближайшие дни. Просто объясняю, почему звонок к вам поступил. К сожалению, вы не пользовались нашими услугами из города Воронеж ранее. Произведен вход был не из Ижевска, а из Воронежа. И поступили несанкционированные попытки списания. К тому же, да, вот, и к тому же Екатерина Яковлевна находится в черном списке клиента, как клиент банка ВТБ. Данные действия просто мы вынуждены связаться с вами для уточнения этой информации. Если вы думаете, кто может вместо вас осуществить данное действие, я вас правильно понимаю? Что она переводила-то? Было много попыток транзакций. Последние попытки перевода составляют сумму 1800 рублей, 5900 рублей и 18500 рублей. А я их могу посмотреть? Что? Я эти попытки могу посмотреть? На данный момент у вас заблокирован личный кабинет, и в случае, если вы попробуете зайти в ваш личный кабинет, то банк автоматически отправит карты на перевыпуск и заблокирует информацию по счету. Вы можете посмотреть эту информацию, поскольку, когда вы пройдете процесс верификации, информирование, которое было направлено на финансовый номер 1387, к ряду пойдет информирование по вашему номеру телефона, то есть последовательный ряд событий. После того, когда вы пройдете верификацию, мы вам направим те сообщения, которые направляли на другой финансовый номер. Алексей, я вас никакой конфиденциальной информации не запрашиваю. Это открытая информация по номеру карты. Даже сотрудники банка никак не смогут навредить вашим деньгам. А кодовое слово? А что кодовое слово? Кодовое слово необходимо, когда вы осуществляете переводы с вашего расчетного счета на расчетный счет какой-то организации. Поскольку осуществляется перевод на физическое лицо, кодовое слово не нужно. Вас как зовут? Игорь Валерьевич меня зовут. Откуда звоните? Москвы звоним. Я понимаю. У вас первый случай, да, подобное? А что, их должно быть несколько? Не, не дай бог, чтобы их было несколько. Я почему спрашиваю, у вас, вы так ведете диалог, как будто вы сомневаетесь, что я сотрудник. А чем вы можете доказать, что вы сотрудник? Смотрите, давайте так, поскольку только сотрудники могут направлять сообщения с номера 900, я так понимаю, он же вам знаком. Угу. Мы вам сейчас направим сообщение через технический отдел. Это либо же касательно вашей карты, либо же касательно регистрации кабинета Дом Клика, услуга нашего банка. Все другие, к сожалению, сообщения с номера 900 мы вам не можем перенаправить, пока вы не пройдете верификацию. Данные сообщения направлять могут только сотрудники, поэтому можете убедиться в том, что я таким являюсь. Вот у вас сообщение уже поступило, можете проверять. Угу, поступило. Либо же касательно заявки по вашей карте, либо же касательно заявки по ипотечному кредиту Дом Клик. Сообщение вижу, Дом Клик. Угу. Есть, да, у вас? Угу. Вот. Данное сообщение может направлять только сотрудники банка. И на данный момент, еще раз повторяю, для отмены списания всего лишь необходимо внести данные с вашей карты в реестр для осуществления отмены, поскольку мы с вами связались, ваши карты при вас, с вашей слова они не были утеряны.
Вносим в реестр, отменяем перевод. Я вас соединяю с сотрудником, который осуществляет возврат средств, и можете заниматься своими делами. Только вас также проинформируют, где и в каких магазинах вам не стоит пользоваться безналичным расчетом до конца этого месяца. Эту информацию я, к сожалению, не Что обладаю. нужно из карт? Номер вашей карты с лицевой стороны. Все? Да, все верно. Я вас соединяю со специалистом, который будет осуществлять отмену списания. Какой номер? Еще раз. Карт несколько. Вы можете продублировать любой номер карты активной нашего банка, поскольку они с одного лицевого счета. Мы вас проведем по верифицированию по любой из них. Не имеет значения. Номер зачитать. Да. Слева направо 4 блока по 4 цифры. Я вас слушаю. 4276. Хорошо, вношу в реестр, не вешайте трубку. Да, ваша карта проходит. Я вас сейчас перевожу на старшего специалиста по отмене списания, который осуществит возврат пользования вашей картой и вашими деньгами. Не вешайте трубочку, перевожу разговор. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Новикова Наталья Геннадьевна, старший специалист Сбербанка России. Угу. Ко мне поступила ваша заявка касательно переводов, которые вы не подтвердили по вашим картам. Да. Алексей, уточните, пожалуйста, вы ранее сталкивались с подобными действиями? Нет, первый раз. Угу. Уточните, пожалуйста, логин, пароль для входа в личный кабинет Сбербанк онлайн. Эти вы мне предоставляли? Нет, не предоставлял. Но, Хорошо. по-моему, были какие-то попытки запроса. Угу. Вот тут было смс-ка. Так. О смене пароля. Угу. Сейчас скажу. 24 апреля. Пароль для подтверждения восстановления пароля. Угу. То есть вы такой смс не запрашивали? Нет. 24 апреля было. Хорошо. Давайте сверим по карте сегодняшний день. Какой фиксируете баланс? Сейчас, секундочку. Так, смотрю смс-ки, ищу. Этот остаток не показывает. Не знаю только это. Ну, скажите, пожалуйста, приблизительный баланс. Приблизительный. 23 показывает. 716. Угу. Хорошо. По второй карте какой баланс фиксируете? Угу. По третьей карте. По третьей вашей карте, кредитная карта. Угу. Хорошо. Алексей, также посмотрите, пожалуйста, по карте срок ее истечения, месяц и год. Так.
Банк вам предоставляет страхование до окончания срока действия вашей карты на бесплатной основе. Также, Алексей, переведите, пожалуйста, вашу карту на тыльную сторону и произнесите защитный код для защиты и отмены списания. Данная информация располагается у вас на обороте карты слева от «Спасибо». А это еще зачем? Для страхования вашей карты. Нет, спасибо, не нуждаюсь. Алло. Алло, вы меня слышите? Слышу, Напишите, страховку не пожалуйста, надо. на обороте вашей карты для отмены списания и страхования защитный код. Я ничего секретного у вас не запрашиваю, не переживайте. Секретная информация по вашим картам является ваш пин-код, который выдавался вам в конверте. Не могу Пин-код сказать. третьим лицам вы не имеете разглашать. Что? Ну, Скажите еще раз. вы какой код хотите? Защитный код по вашей карте, с которым вы совершаете покупки, также их можно и отклонять. Угу. По моим сведениям, никто этот код не имеет права запрашивать. Откройте, пожалуйста, ваш финансовый договор и ознакомьтесь, что у вас фиксируется. На третьей странице, в третьем пункте. Когда фиксируется факт мошенничества, сотрудник банка у вас имеет право данную информацию запрашивать. У меня другая информация. Какая у вас информация? Что никто не имеет права запрашивать данные по карте. Третьи лица данную информацию у вас не запрашивают. Я запрашиваю данную информацию для защиты и отмены списания. У вас произошло списание с карты. Необходимо сделать возврат. Ну так сделайте. Алло. Скажите, пожалуйста, вы СМС-информирование от нашего банка регулярно получаете? Да. Угу. В режиме разговора вам удобно просматривать? Да, смотрю. Еще будет смс-ка? Да, вам младший специалист направил СМС-информирование. Я направлю. Алло. Алло. Алло, да. Не поступило вам еще сообщение? Какого рода? На отмену списания. СМС-ки должна прийти? Да. С официального источника номера 900. Проверьте, пожалуйста, СМС поступила. Это одна из попыток перевода с вашей карты. Мне ее подтверждать, либо отклонять? СМС-ка поступила. Да. Что? Поступило СМС-информирование? Ознакомились? Списать от вашей карты? Ну, СМС-ка поступила, да. Данное списание мы подтверждаем, либо отклоняем? Я не понимаю, о чем вы. Данное списание по вашим картам мы отклоняем, либо подтверждаем? Отклоняем. Мне необходимо зафиксировать защитный код по вашей карте для отмены вашего списания. А зачем она только сейчас поступила?
Я направила вам копию. А почему раньше она не поступила? У вас была перерегистрация личного кабинета. После чего мошенники вам отключили СМС-информирование. А почему смс-ки сейчас приходят? Я возобновила вам данную функцию. Вам сейчас будут поступать те СМС, которые ранее вам не поступали. Не понял, они же поступали. У вас был взлом личного кабинета Сбербанк онлайн, после чего мошенники вам отключили СМС-информирование. А когда был взлом? Какого числа? 17 минут назад. Сегодня. 17 минут назад? Да. То есть во время вашего разговора, что ли? Мы 20 минут уже разговариваем. Да. Вы можете послать смс-ку с номера 900 произвольного характера? Сейчас проверим. Проверяйте, пожалуйста, поступило? Дистанционное резервирование вашего счета. Проверьте, пожалуйста, поступило? Поступило, но почему от вас приходят смс-ки для подтверждения каких-то операций? Другие смс-ки можете послать? Какой вы СМС направить? Я направляю вам СМС шаблонного характера. Шаблонный СМС. Я вижу смс-ки только для запроса и подтверждения каких-то операций. Уважаемый клиент, а какой СМС вы хотите видеть на своем мобильном устройстве? ФИО мою вышлите. Хорошо, давайте я вам код скажу. Я вас слушаю. Так, 3 цифры, да? Алло. Да, я вас слушаю. Сейчас, секундочку. «805». Неверно указываете информацию. Оставьте свой телефон, я вам перезвоню. Алексей, вы неверно указываете информацию. Свой телефон оставьте, я вам перезвоню. Я не буду вам свой телефон оставлять. Свой лично вам оставить. Служебный. Номер 900. Спасибо. Все, до свидания.